Сегодня будем также продолжать эту тему веры. И прежде чем, знаете, я бы хотел начать говорить, я тоже разбирал, смотрел все тех мужей веры, которые мы проходили, читали, разбирали, да. Первый, кто это был? Авраам? Авель, Енох, да. Авель был, Енох был, Ной, потом Авраам. И последнее, да, это Авраам, Исаак, Яков был. То есть, и я смотрел на этих мужей веры, то есть и размышлял, и я увидел, знаете, один такой интересный факт, то, что в целом общее их объединяло. Я увидел, что эти люди не просто верили в Бога, но они имели отношения с Богом. То есть даже не просто, а взаимоотношения. Когда не просто отношения от одного субъекта к другому, но это было отношение со стороны Бога и отношение людей по отношению к Богу. И знаете, я размышляю, увидел, что стоит ли нам, конечно, говорить о Божьем, как Бог относится к нам. Конечно, Бог, Он любит нас. Бог отдал Сына Своего единородного, наверное, смерть. Он показал в этом сегодня свое отношение к нам, что Он возлюбил нас своей вечной любовью, что Он отдал свое самое дорогое, единственное Сына ради нас. Мы видим, как Бог сегодня любит. Самое дорогое, что есть сегодня, я смотрю, это действительно это мы, это люди на этой земле. И Бог радеет за спасение всего человечества. Бог хочет видеть, как люди спасаются и просто приходят к Нему. И Он, как написано, птица собирает своих птенцов. И я понял, что успех взаимоотношений зависит, я могу ошибаться, это такое, скажем, мое предположение, моя точка зрения, в том, что как мы относимся к Богу. Потому что нет сомнений в Божьем отношении к нам, что нас Бог любит, что Бог всегда открыт для нас, что Бог хочет иметь с нами близкие, тесные и глубокие отношения. Он не хочет поверхностных каких-то отношений. Он не хочет просто, чтобы мы где-то жили своей какой-то жизнью, а Он где-то был там наверху и занимался своими делами. Он создал нас, и Он хочет с каждым из нас сегодня взаимодействовать. Он хочет с каждым иметь эти глубокие и близкие отношения, дружественные отношения. Подобно Аврааму с Богом. Вы помните, да? Как они общались. Вы видите, как Бог благословлял Авраама, благословлял Исаака, Якова. То есть мы видим также, мы будем сейчас смотреть на разные действия и шаги веры людей, как они относились к Богу. Я думаю, мы оттуда будем черпать определенные примеры для нашей жизни, где нам начать также двигаться, где нам, может быть, в каких-то вещах что-то поменять, что-то оставить. И, знаете, это действительно будет упираться в том, что как мы сегодня относимся к нашему Богу. Хотим ли мы сегодня этих отношений и что мы делаем для того, чтобы иметь с Богом эти тесные отношения. Знаете, я бы хотел, чтобы ты повернулся к соседу и сказал: Бог хочет с тобой иметь тесные отношения. Бог хочет с тобой общаться. И мы видим, что эти мужья веры, они не просто были призваны, эти люди. Знаете, они действительно были призваны Богом. Как и ты сегодня, каждый, кто здесь сегодня на этом месте, вы должны принять и понять одно, что вы также призваны Богом. Но я смотрю на этих людей, и меня вдохновляет то, что они не просто были призваны, а смогли войти в Божье призвание и исполнить Божье призвание. И знаете, без веры тут не обошлось. Без веры невозможно нам войти в Божье призвание и двигаться в Божьем призвании, и исполнить Божью волю на этой земле. Поэтому нам необходимо сегодня, как церкви, обзавестись и этой верой. Я тоже размышлял и думаю, не просто так эта тема сегодня для нас. И мы говорим уже не одно воскресенье, тему веры мы разбираем. Потому что если мы хотим видеть те же самые ответы на наши
молитвы, на наши нужды, если мы хотим видеть какие-то обетования реальные в своей жизни, без веры невозможно это получить. Без веры невозможно овладеть. Знаете, еврейский народ в пустыне, он с верой вошел в обетованную землю. С верой они захватывали земли, царства. С верою, и поэтому нам необходимо, действительно, каждому из нас, кому-то, может быть, утвердиться в вере, кому-то, нам всем нужно возрастать из года в год в вере. Нам не надо оставаться прежними, быть маловерными, быть младенцами. Кому-то начать двигаться и делать шаги веры. И Бог хочет видеть сегодня в нашей церкви. Я верю, Он это делает для того, чтобы приготовить для чего-то важного, однозначно, и интересного, это точно. И мы видим, что жизнь этих людей не всегда была, знаете, все как бы шла жизнь вся по маслу. Им не было легко, и они попадали в различные испытания, трудности. Но мы видим, что их вера, она не потерпела кораблекрушения. То есть они исполнили, то есть прожили, то есть Слово Божие говорит то, что они исполнили все и остались верными до конца. По крайней мере, про тех людей, которых мы в последнее время разбирали. И давайте, наверное, начнем с тем, то, что я смотрел жизнь Авраама, и я увидел, на чем было основано отношение у Авраама с Богом. Может быть, не последовательно я буду говорить, но начнем с завета, что Бог заключил завет с Авраамом, что его отношения, они были не просто, знаете, прикреплены, они были именно заветом. Бог заключил завет с Авраамом. Вы можете это прочитать в Бытие в 15 главе, в 17 главе, где Господь пришел и заключил завет с Богом, и где Авраам заключил завет с ним. И я бы хотел, чтобы ты сегодня также повернулся и сказал, а ты состоишь ли в завете с Богом? Просто как бы напомни. Мы же четко понимаем, что мы сегодня состоим в завете с Иисусом Христом. И этот завет более совершенен, более на лучших обетованиях, на лучших условиях даже, да, аминь. Я сегодня понимаю точно, что я сегодня состою через кровь Иисуса Христа. Я состою в завете с моим Богом. Через Иисуса Христа я сегодня имею спасение, искупление. Через смерть Иисуса Христа и воскресение я сегодня когда-то был, может быть, грешным, когда-то был человеком безбожным, но сегодня я святой и праведен, потому что Бог одел меня праведностью Христа, святостью Христа наделил меня. Не своими делами я сегодня заслуживаю спасения. Не от дел своих я сегодня имею праведность, потому что человеческая праведность как запачканная одежда, но Иисус умер и заплатил собою. И Он сделал меня святым и праведным. И сегодня я являюсь Его сыном. Сегодня я призван Богом, и Бог имеет определенный план на мою жизнь и волю Божью. И знаете, этот план не только упирается только в твою личную жизнь, как тебе устроить. Этот план намного больше и шире. Бог сегодня нас призвал для того, чтобы мы не просто вкусили Его любовь, вкусили Его спасение, вкусили Его присутствие, но Он также нас призвал для того, чтобы мы служили, для того, чтобы мы были светом этому миру и были солью этой земли. Бог имеет для нас план, что мы будем влиять, как Бог имел план на Аврааме. Он не просто благословил его только жизнь, но Он благословил через него все народы. Потому что фактически, как правильно сказать, если я не ошибаюсь, через потомство Авраама у нас появился Иисус. Пришел Спаситель, Мессия на эту землю. Бог благословил через Авраама Исаака и Иакова.
через Якова он благословил и дальше. То есть этот план продолжался. Божий план, Божье действие, Божья работа. Это не она остановилась только на жизни Авраама. Авраам был одним из важных цепи, скажем, звеном в этой цепи. И знаете, то, что Авраам состоял в завете с Богом. И второе, мы видим основание, скажем так, отношений у Авраама с Богом, это было на послушании. Авраам был послушен Богу. Вот задумайтесь действительно и оцените сегодня, какие были отношения у Авраама с Богом. И сегодня задайте себе вопрос. Не надо задавать ближнему. Просто я сам задаю себе иногда разные вопросы. А какие у меня отношения с Богом? Могу ли я назвать их близкими? Могу ли я назвать их по-настоящему открытыми? И я понимаю, что Бог говорит, я есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И Бог не имеет общего с этим миром, со злом, со грехом. Почему мы видим, что Авраам, он был послушен Богу. И Авраам посвятил свою жизнь Богу. Он жил богобоязненной, святой жизнью. Он отделил свою жизнь для того, чтобы идти за Богом. Он посвятил свою жизнь, чтобы быть послушным Ему, исполнить тот план, который Он имеет на его жизнь. И мы видим, что Авраам, он был всегда послушен Богу. Когда пришел Бог в его жизнь, когда он сказал, а теперь я хочу, чтобы ты взял свои вещи, отделился и ушел в пустыню, он это сделал. Мы видим, когда Бог попросил, чтобы он принес в жертву Исаака, он это сделал. И мы видим его послушание Богу. И если мы будем смотреть и анализировать, то мы должны понимать, если мы хотим таких же отношений, как Авраам имел отношения с Богом, нам важно быть послушным Богу. Нам важно быть послушным Его Слову. Нам важно быть послушным Его воле. Если мы не послушны, знаете, я вот на живом примере могу вам засвидетельствовать, я свидетельствую это не раз, но это самое яркое, наверное, свидетельство, когда я просто где-то жульничал и своровал, и знаете, на следующий день я встаю, вроде поднимаю руки, пою такие же слова, такие же песни, но что-то не работает, была потеряна связь. И я понял, а мне просто Дух Святой обличил и сказал, я свят, а я ничего не имею общего с ворами. Знаете, неприятно с одной стороны, но я понял. И я попытался как-то сторговаться, и я понял, что с Богом торг здесь неуместен. Здесь мне нужно покаяться, здесь мне нужно взять и привести в порядок, и перестать так жить, и перестать так делать. И я принял решение, я говорю, все, Господь. И я просто отказываюсь, я принимаю решение жить и зарабатывать честным трудом. Я даже такую молитву говорю, пусть буду есть один кусок хлеба, но я не буду воровать. Знаете, это посвящение в тот момент. Это было такое посвящение, что я посвятил свою жизнь, что я не буду грешить, не буду воровать, не буду так поступать. Потом Бог вообще потребовал от меня, помимо этого, чтобы я пошел еще и вернул эти деньги. Еще попросил прощения у этих людей. Знаете, это было еще сложнее. Но я понял, если я хочу дальше иметь отношения с Богом, если я хочу сегодня дальше с Ним жить, знаете, а не просто где-то иметь какую-то двойную жизнь, какое-то лицемерие, я должен это сделать. И я просто отбросил все. Мне не важно было, что обо мне скажут. Я уже просто принял решение, я пойду, отдам. И я покаюсь и попрошу прощения за то, что сделал. Знаете, я после этого просто шел, я летел, потому что связь, она в этот же момент просто возобновилась. И я стал заново переживать присутствие Божье. Я понял, что я сделал правильно в этот момент. Я послушался Господа. Знаете, даже проблема была не то, что я согрешил, а то, что важно было, что покаюсь ли я за эти вещи.
и приведу ли я в порядок. И я просто радостно шел, и я радостно был тому, что я все-таки нашел в себе силы, мужество, и просто смирился и сделал так, как от меня ожидал Господь. Важно, да, что Авраам состоял в завете с Богом, Авраам был послушен Богу, и Авраам посвятил свою жизнь Богу, и он жил святой жизнью. Третье, что мы видим, что Авраам, мы видим, что Бог благословлял Авраама. Мы видим, как Бог во всем давал ему успех. И мы видим также, как Авраам, он приносил жертву для Бога. То есть, когда он принял, мы видим Мельхиседек, да, он ему отдал 10-ю часть. То есть он принял решение, что он, это посвящение, что он будет отдавать 10-ю часть, он будет жертвовать для Бога, для Господа. Мы видим также, что Авраам принес в жертву Исаака. Вы помните, какие слова сказал Господь? Раз ты не пожалел своего самое дорогое, единственного сына, я благословлю все народы через тебя. Я благословлю твое потомство. Бог увидел сердце Авраама. Бог увидел отношение Авраама. Он увидел его жертвенное сердце, что он настолько любит Бога, что он готов самое дорогое принести жертву Нему. И если мы хотим таких же отношений, если мы хотим, чтобы наши отношения не возрастали, нам важно научиться жертвенности. Нам важно научиться быть жертвенными для Бога в финансах, временем, силой, разными вещами, чем мы можем сегодня отдать и посвятить Богу. Ведь стоит ли говорить, как Бог пожертвовал ради нас? Он отдал Сына Своего, самое дорогое, единственное, все, что у Него было, Он отдал Сына Иисуса Христа ради нас. Очередной раз мы поехали в Каракол, и обошлось оно не без приключений. Прям в городе уже все проехали, ехали в темноте, был и местами гололед, и боялся, что скот может выйти, но ехал не спеша. Приехали в город, расслабился, думал, ну все, что тут уже бояться. И на пешеходном переходе догоняет меня гельский джигит и врезался в меня. Да, получается. Слава Богу, конечно, никто не пострадал. Мы, конечно, все были в шоке, не ожидали. Вот. И моя машина очень сильно, конечно, так неприятно пострадала. Ну, не слабо и не фатально что-то, но неприятно было. И после этого, знаете, все меня как-то поддерживали, говорили, ну, не расстраивайся, не расстраивайся. Я тоже задумался, говорю, а что я не расстраиваюсь? Неприятно было, да, но, конечно, не расстраиваюсь. Я понимаю, если Бог что-то сегодня жертвует, дал все для меня и ради меня, как я могу сегодня что-то просто жалеть ради Господа? И я понимаю, что Бог любит меня, и я знаю, что все в Его руках. Знаете, после этого события я размышлял, и я понял, что почему-то было одно такое слово, что Бог все усмотрел, что несмотря на то, что случилась эта авария, знаете, это закончилось очень быстро, мирно, то есть этот человек сразу мне выделил финансы на то, чтобы я мог сделать ремонт своей машины, починить. Потому что многие мне потом говорили, ну, радуйся, Стас, что ты получил деньги, потому что он мог тебе не дать, сказать, ну, нету денег, и все, и сам восстанавливай, как хочешь. Да, ты можешь там подать на него суд, но это, вы сами знаете, это не быстрое дело, и не факт, что ты получишь что-то. Вот, поэтому, действительно, несмотря на то, что попали в такую ситуацию, я вижу при этом Божью руку. Я вижу, что Господь со мной, Господь просто все оборачивает во благо. И знаете, мы бы хотели сегодня продолжить тему о вере. И мы разбираем, да, жизни разных людей. Последний это у нас был Исаак. Так, время у нас есть. Иаков, да, у нас был, простите, да. Последний у нас был Иаков. Кто у нас после Иакова идет? Аминь, классно.
Радостно, что вы знаете. Вот. И некоторые факты о жизни Иосифа, вот, в принципе, все это начинается с Бытия 37 главы. Вы можете отдельно все это прочитать более детально. То есть это один из сыновей Иакова, который юноша, 17 лет, который получил сон. Сон этот был пророческий в его жизни, где он делится этим сном со своими братьями. Братья как-то не сразу все это восприняли, потому что они завидовали ему. Да. А потом второй сон, в принципе, подтверждение первого сна. То есть он поделился с отцом, отец тоже немножко удивился, говорит, как мы можем поклониться тебе. Ну, я и моя мама, и все мои братья должны поклоняться тебе, поклониться тебе. То есть, и что мы видим дальше? После этого сна мы еще возвратимся к этой теме, об этом факте. Потому что я тоже размышлял, думаю, это не просто так Бог послал сон Иакову. Это был действительно Иосифу, простите, это был пророческий сон в его жизни. Я верю, что это было определенным благословением в тот момент и подкреплением в его трудные дни жизни. И потом идет история о том, что он решил навестить своих братьев, когда они пасли свой скот. То есть, но что мы видим, что эти братья схватили Иосифа, хотели сначала его убить, потом они его все-таки как бы пожалели, подумали, какая нам выгода от его смерти, давайте его продадим в рабство. И как раз начинается это местописание, Бытие, 39 глава, с 1 стиха. Так, у нас есть, давайте прочитаем. Иосифа привели в Египет, и египтянин Потифар, сановник фараона и начальник его стражи, купил Иосифа у измаильтян, которые его туда привели. Что мы видим? Что братья продали измаильтянам Иосифа. Иосифа потом выкупил Потифар, то есть он становится его рабом. Знаете, это юноша, который, может быть, еще вчера имел дом, имел родную землю, имел отца и маму, братьев, но он переживает предательство. Его продают родные братья, его предают родные братья. И он лишается всего. И он лишается, главное, это свободы. И он становится рабом этого господина. И я не знаю, что в этот момент переживал Иосиф, но однозначно не самые приятные и радостные чувства, согласитесь. И это является определенным примером сегодня для нас. Когда я сталкиваюсь с различными ситуациями, я не знаю, вас предавали или нет, но, наверное, было такое, в моей жизни такое было. И, знаете, эта история помогала мне справиться с этими вещами. И мы видим, что Иосиф лишается всего и попадает в рабство. Но при этом мы видим со 2 стиха, тут написано, «Господь был с Иосифом, и он преуспевал, живя в доме у своего египетского господина». Мы видим, что, знаете, мы можем сегодня... Этот человек, может быть, потерял что-то физическое, но Бог был в его жизни. И я верю, что Бог просто был утешением в его жизни. Бог подкреплял его. Я думаю, и тот сон в те дни, в минуты, когда ему было трудно, ему тяжело, состояние какого-то отчаяния, он не отчаивался. Мы не видим, что Иосиф разочаровался в Боге. Мы не видим, что Иосиф просто разуверовал и перестал просто и понял, и просто впал в какое-то отчаяние. Мы это не видим. Но я верю, что в этот момент этот сон, он как бы был в его жизни напоминанием, и он видел, что придет время. Ведь Бог не просто так послал этот сон. И он верил, что Господь заботится о нем. И что придет времена и сроки, Господь даст ему. И мы видим, что Бог был с Иосифом, и он подкреплял и благословлял его. С 3 стиха написано, «Его господин увидел, что Господь с Иосифом, и что он дает ему успех во всем, что он делает. Иосиф нашел расположение в его глазах и стал его личным слугой.
Потифар поставил его над своим домом и доверил ему все свои владения. И с тех пор, как он поставил его над своим домом и всеми владениями, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Благословение Господа было на всем, что было у Потифара, и в доме, и в поле. Поэтому он доверил Иосифу все, что у него было. Благодаря Иосифу он мог ни о чем не заботиться, кроме того, чтобы поесть. Мы видим, что Бог, несмотря на то, что он попал в такую ситуацию, в его жизнь пришли какие-то, как я не знаю даже назвать, какая-то трудность, испытание. Но мы видим, что он держался за Господа. И мы видим, как Бог просто благословлял. И мы видим, что Бог не оставил Иосифа. Я верю, что он не просто так попал к Потифару, хотя мог попасть на какие-то другие поля, на каменоломню и там работать, но Бог обратил это во благо. И мы видим, что взаимодействие работы Бога с Иосифом. Да? С одной стороны, мы видим, как Бог помогал и поддерживал его, и благословлял его. И при этом мы видим Иосифа, что я не думаю, что если бы он был каким-то безответственным, неприлежным человеком, его кто-то бы поставил вообще главой управлять этим домом. Этот Иосиф, он по-настоящему, мы видим, что с одной стороны, он прилагал определенные усилия и действия в своей жизни. И мы видим также, Господь со своей стороны благословлял его и заботился о нем. И мы видим второй этап, когда Иосиф же был хорошо сложен и красив. И через некоторое время жена его господина стала заглядываться на него и сказала: «Ложись со мной». Но он отказался, сказав: «При мне, мой господин, может ни о чем не заботиться в доме. Все, что он владеет, он доверил мне. В этом доме я самый главный. Мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» Знаете, здесь ключевая фраза, что Иосиф говорит: «Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» То есть это он понимал. Если он сейчас, например, согласится на уговоры жены господина, он сделает не только зло перед ним, но он также сделает грех перед Господом. Знаете, это было еще задолго, когда появились заповеди Божьи. Но Иосиф четко понимал, что это будет грехом, если он сделает. Потому что Иосиф имел Бога в своем разуме. Потому что Иосиф имел Бога в своем сердце. Потому что Иосиф общался с Ним. Это свидетельствует о том, что он знал своего Бога. Невозможно знать, если ты не имеешь отношения с Богом, если ты не общаешься с Богом. Но мы видим Иосифа. Мы видим, как его посвящение Богу, его посвящение святости, что он не хочет жить во грехе и поступать что-то плохое, сделать зло пред Господом. Он знал своего Бога. И мы видим этот хороший пример о том, что Бог, как Иосиф, просто имел отношения со своим Богом, и он не хотел, чтобы эти отношения, они разрушились. И что мы видим после этого, да? После того, как произошел этот отказ, спустя некоторое время она также пыталась его все склонить, скажем, к греху, но он все отказывался. И в один момент, когда он уже пришел, написано там, домой, то есть не было никого из домашних, она его схватила, то есть он вырвался чудом Божьим из ее рук, но поднялся крик, и она рассказала все своему мужу. Муж в злости, в ярости заключил Иосифа в тюрьму. Я не знаю, в этом отрывке, ты понимаешь, вроде бы был пророческий сон, и он говорил о том, как поднимется Иосиф. Но ты понимаешь, что его жизнь как будто с каждым разом все глубже и глубже уходит в какую-то пропасть. Сначала он становится рабом, а тут еще он попадает в тюрьму. Ведь несправедливо он попал, ведь он этого ничего не делал. Ведь не он домогался, а жена господина домогалась. И он в этом плане был чист.
И он не сделал ничего такого, но он несправедливо. С ним обошлись несправедливо. И он попал в тюрьму. Я не знаю, что в этот момент также переживал Иосиф. Я думаю, все-таки он обращался к Богу, и Бог давал ему утешение. Потому что, знаете, без Бога невозможно. И мы также видим, что несмотря на то, что он попал в тюрьму, Бог сделал так, что он нашел расположение среди главного смотрящего тюрьмы, стражи. И он также нашел благоволение, и он поставил Иосифа в том, чтобы он просто следил и руководствовался тюрьмой. Поставил главным его за то, чтобы он смотрел и распоряжался. Все то, что находится в темнице. И потом в дальнейшем мы понимаем, знаете, тут можно сказать одно. Римлянам 8:28, что любящим Господом все содействует ко благу. Я верю, что сегодня в какую бы ситуацию человек не попал, или ты сегодня находишься, и кажется, все, это то же самое, как Иосифу. Казалось, все, вообще, куда выхода нету. Ты раб, ты еще и при этом попал в тюрьму, и что тебя ожидает? Кто за тебя заступится? Кому ты вообще нужен? Ты не сын какого-то известного деятеля, за тебя никто там не поручится, никто за тебя даже не заплатит за то, чтобы ты вышел. Но, знаете, он верил, что для Бога нет ничего невозможного. И Бог не оставил Иосифа. И я верю, что эта темница, это было определенным возможностью проявить Божьей славе. Бог, написано, что любящим Его все обернет во благо. В силе обернуть во благо. И Он обернул это во благо. И мы знаем эту историю. Туда попадают еще люди. Это один из слуг фараона, который виночерпий, и второй хлебопекарь, да? Вот. И мы видим, что в дальнейшем он пророчествует, истолковывает их сны, которые они видят. Через того человека, который был виночерпием, он, получается, потом приходит сны фараону, никто ему не может истолковать. Виночерпий вспоминает о Иосифе и предлагает своему фараону именно Иосифа, говорит, есть один человек, который вот точно может тебе помочь, может истолковать сны. Мы видим, что потом Иосиф истолковывает эти сны. И мы видим, что фараон делает его вторым человеком в Египте. Он говорит, вся власть будет принадлежать тебе, но выше тебя буду я. И все, что ты скажешь, будут слушаться и делать. Фактически он становится премьер-министром. И в этот момент этот пророческий сон, он свершается. То, что он когда-то был 17-летний юноша и получил этот сон, и это свершилось. И он стал премьер-министром. Он стал главою этого государства. И мы видим, что в дальнейшем приходят его братья, наступает голод. То есть, это вкратце я говорю, вы можете это потом все это прочитать более внимательно, о жизни Иосифе, о фактах. И мы видим, что когда он становится во главе, вторым человеком, то есть и когда он встречается с братьями, он прощает их. И он открывается, признается и говорит, что я ваш брат. Я не знаю, наверное, может, я так мыслю, на его месте, наверное, имел бы такую власть, я бы им воздал. Но, знаете, мы видим, что Бог работал с сердцем Иосифа. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И с какими-то вещами, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, с предательством, когда нам приносят боль, только с Богом мы можем пройти. Только Бог по-настоящему может нам помочь справиться с этими вещами. Только Бог по-настоящему может исцелить наше сердце. И всегда мы от этого не избежать. Тому, что
Мы иногда задаем вопрос, ну почему, Господь, так происходит? Ну почему те или иные люди вот так поступили? Почему вот так люди причинили боль? Почему вот так я попал в те или иные ситуации? Знаете, этого не избежать, но я верю, что Бог в нашей жизни, который может помочь тебе преодолеть эти вещи. И мы видим, что Иосифа не сломать было. Когда он попал в рабство, он не сломался. Когда он попал в темницу, он не сломался. Но Божья благодать была в жизни Иосифа, потому что он держался за Господа. Когда он попал в рабство, я понял, что все, больше ему не на кого было надеяться, только был Бог. Знаете, мы можем что-то потерять сегодня в нашей жизни, на этой земле. Но я знаю одно, что мы никогда не потеряем Бога. И важно нам ценить эти отношения с Богом, и нам не потерять эти отношения. Бог всегда открыт для нас. Бог всегда хочет общаться с нами. Но хотим ли мы общаться с Ним? Я каждое утро стараюсь просыпаться и молиться Богу, поклоняться Ему, проводить время с Богом. Я знаю, что Бог ждет меня, и Он хочет общаться со мной. Я не скажу, что я делаю это прям 365 дней, но, наверное, с уверенностью могу сказать, больше 300 дней я точно делаю. Я стараюсь ежедневно вставать, поднимать свои руки, свой взгляд, обращаться к Богу, искать Его лица. Я просто провожу время, пусть это будет минут 10, 15, но я всегда стараюсь уделить это время. И потому что я понимаю, что самое драгоценное, что есть сегодня в моей жизни, это Господь. И сегодня ты что-то не имеешь, что-то ты можешь потерять, но знай одно, что Бога ты никогда не потеряешь. Бог всегда с тобой. Он держит тебя крепко за правую руку. Но мы также можем видеть и понимать, что Бог ничего не имеет общего с миром, со грехом. До тех пор, пока мы делаем правильные шаги, правильные потоки в сторону Бога, Бог, Он делает свою работу. Но как только мы отказываемся, как только мы перестаем быть послушны Ему, как только мы фактически просто сами берем и отворачиваемся от Бога и идем своей дорогой. И поэтому хотел бы сегодня побудить вас, чтобы мы, знаете, все могли пересмотреть свои отношения с Богом. Знаете, как-то мы были в одной церкви, не буду говорить какой, вот, и печально, знаете, было видеть, к примеру, служение начинается в 8, скажем так, вот, и в 8 часов всего лишь было, я не знаю, 5-6 человек. Прошло буквально минут 40 или час, и ты понимаешь, там человек до 40, 30 с чем-то уже набежало. И знаете, действительно, я посмотрел на все это, и меня опечалило, это меня расстроило, я увидел, какое сегодня отношение мы. И знаете, здесь дело даже не времени от нашем отношении к Богу. Как мы относимся? Является наш Бог нашим Господом? Если Он является, то почему сегодня мы можем позволить себе опоздать? Почему, я понимаю, бывают уважительные причины. Бог все видит. Я не говорю что-то под какой-то закон или еще что-то, но Бог видит сегодня наши сердца, видит наши намерения и видит наши отношения к Нему. И хочется, чтобы, знаете, вот это непочитание Бога мы просто убили в себе. Я не говорю именно во времени. Вы можете в разных других вещах посмотреть и увидеть. Если оно есть, то просто возьмите и убейте в себе эти вещи. Принять решение, что я сегодня не буду так относиться к Богу, к Божьим вещам, к Божьим принципам, к Божьему Слову, к Божьему призыву, к Божьим заповедям. Что я буду чтить и хранить их, и буду их исполнять. Я буду и посмотреть, где нам стоит поменять свои отношения к Богу. И в заключение, что бы я хотел? Чтобы мы просто пересмотрели все это вновь. Посмотрели наши отношения с Богом. Если они где-то уже, вы видите что-то где-то уже охладели, просто начните искать Бога.
начните делать шаги в сторону Бога. Как Иаков, знаете, мне нравится то, что Денис свидетельствовал, говорил. Помните, когда Иаков боролся с Богом? Когда вижу эту историю, я вижу это характер Иакова и его отношение к Богу и к Божьим вещам. Он не был таким человеком, который, Господь, хочешь, благослови меня, не знаю, наверное, да, я не против. Нет, он вцепился, сказал, пока ты не благословишь, я тебя не отпущу. Это жажда, это желание, это ревность получить от Бога. Вот хотелось, чтобы мы сегодня также просто в каких-то вещах воспряли, в каких-то вещах начали ревновать, в каких-то вещах просто начали даже в хорошем смысле кричать и вопить Богу. Не соглашаться с теми вещами, что сегодня есть в нашей жизни или окружает. Не соглашаться, я не знаю, с болезнями, с нищетою, а возревновать и говорить: Господь, вот я на первых рядах, я прошу Тебя, Ты благослови меня. Помните одно из служений, когда Алина говорила, чтобы мы начали просто говорить, и я больше всех вопил, говорю, я здесь больше всего, кто нуждается в Божьем благословении, и я хочу получить. Я здесь самый нуждающийся на этом месте. Благослови, Господь, меня. Приди, Господь, в мою жизнь. Излей, Господь, на меня. Я просто вопил в тот момент. Это было во время поклонения. Я просто кричал, говорю, вот он я, Господь, Ты обрати на меня. Я хочу. Ты на меня изливай.